Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня погода замечательная. На улице сегодня плюс 20 градусов. Очень даже тепло. У нас были заморозки. Все цветы у нас попортились, почернели. И мы в выходные дни с внуками, с внучками все почистили. Вот такой вид у нас на сегодня. Это хризантемы, елочки, листья падают. Розочки цветут. Красотульки. Посмотрите, мои хорошие, какая красота. Вот эти розочки выше меня выросли. Это моя калиночка родная, старушечка моя, со мной старится вместе. Белые розы. Не белые, а молочные они. Хризантемы. Вот. Вот какая красивая погода у нас. Тепло. Ветра почти, можно сказать, нет. Это хризантема мультифлора. Эти розовые, а эти бордовые. А вот здесь вот эти должны были белые. Ну, у меня Арчи все топчет. Вот что делает он. Хулиганистый наш мальчик. Все помял. Здесь розочка красивая. Цвет такой приятный. Многие цветы мы убрали. Это роза присылала. Заготовки надо еще нам спустить. Немножко спустили, а немножко еще есть. Вот столько тыквы у нас. Очень даже много. Выходные с внуками, с внучками поработали немножко. Убрали здесь ботву, огурчиков. Капусты растут, петрушка. Вниз пахали землю мотоблоком. Капусточки еще есть. Пока их рановато убирать. Когда будут первые морозы, наверное, только тогда уберем. Как мне землю хорошо спахали. Посмотрите, мои хорошие. Красота. Травы, конечно, в этом году много. Выдергиваем постоянно. Но все равно они растут, растут. Дождливая погода была в этом году. Поэтому так получается. Вот какая. Вот как мы сделали все. Вычистили. Поработали немножко здесь. И здесь спахали землю. В этом году толком яблоки не было. Было чуть-чуть. Как хорошо на улице. Вообще ветра нет.
Не хочется домой даже заходить с улицы. Поработали немножко здесь. Все вычистили. Надо собирать перчиков. Уже и не поливаем. Перцы были крупные. Вот они какие большие, крупные. И красные есть. И зеленые есть. Тоже выросли ростом, как я. Но в этом году уж картошка гниет. Потихоньку перебираем, да, выбрасываем. Перебираем, да, выбрасываем. Вот у нас в этом году с урожаем не ахти. Сегодня с утра съездила в поликлинику. Мне выписывали очень много лекарств. Лекарства я теперь получаю льготные, бесплатно. Потихоньку поправляюсь. Одышки такой уже, слава Всевышнему, нет. Спасибо вам за поддержку. Такие красивые комментарии мне пишите. Я прямо даже считаю и выздоравливаю. Считаю, да выздоравливаю, считаю, да выздоравливаю. Очень приятно. Спасибо вам большое. Никогда не болейте. Всех поздравляю с праздником. Праздником элегантного возраста. Желаю, самое главное, здоровья, удачи, семейного благополучия и мира нам всем. Потихоньку выздоравливаю. Ходим на лыжную базу. Вожу девочек. Ну, стал с нами вместе бегать и Кирюша. Владик музыкальный уходит он. А я, конечно, сама не бегаю. Мне нельзя. Я хожу там потихоньку. 2 круга прохожу. Это значит 2 километра. Устаю, посижу. Там лес. Некоторые подписчики мои переживают, что в лесу вдруг мне плохо станет. Или там медведи будут. Или какие-нибудь дикие животные. Не переживайте, мои хорошие, медведей у нас нет. Бывают олени есть. Они сами боятся. Но там совсем далеко я не ухожу. Там все видно. Просто я хожу, где деревья. Там воздух свежий. Мне нравится. Как только подъедем, слезаем с машины, уже заметно, что там чистый, очень даже чистый воздух. Приезжаем мы с детьми с таким настроением, поужинаем и все занимаемся своими делами. Я в основном отдыхаю. Вот что вам еще сказать? Потихоньку переходим на Дзен. Там также канал Мама Гуля. Можете набирать. Кто сможет подключаться, а кто не сможет подключаться, попросите своих друзей, родственников, детей, внучат. Конечно, я слышала, что кто меня по телевизору смотрит, они не могут подключиться на Дзен. Я не знаю, как тогда быть. Очень хотелось бы, конечно, чтобы все подключились, все смотрели, поставили лайк. Ну, кто подключается, пишут,
что мы подключились. Я такая-то, такая. Я узнаю, я уже многих знаю. Пока у меня даже 1000 подписчиков нет, а так 72 тысячи, по-моему, 72 800, по-моему, 72 800 у меня на ютубе. Вы все знаете, что 2 года нам перестали платить за показы, за ролики. Но мы все равно потихоньку показываем, снимаем, хотя изредка, но как-то бросить канал как-то уже, я не знаю, как вам даже объяснить. Что-то хочется общения какое-то, что-то хочется иногда снимать. С какими-то новостями хочется с вами поделиться, иногда советы спрашиваем. Хочется прочитать ваши добрые пожелания. В основном пишут мне хорошие комментарии. Если плохие комментарии будут, я уже почему-то прохожу мимо, прочитаю и как-то, как раньше, не плачу, не обижаюсь, привыкла. Это вы меня научили, мои хорошие, выстоять все трудности. Ну ладно, кому-нибудь-то надо же что-то писать, выплескивать, поделиться радостью. И у кого горе, тоже пишут, конечно. Кто-то пишет мне в личку, ВКонтакте, кто-то мне пишет в WhatsApp. Советуются, как я пережила потерю сына, потерю родителей, мужа. Но это, как сказать, это жизнь, как всю эту боль пережить. Никто никого не учит, просто нужно время, все пройдет. Надо быть, как сказать, оптимистом, постараться. Я, конечно, сама оптимист. Чтобы у меня внутри не было, я не выплескиваю и не стараюсь выплескивать наружу. Я стараюсь быть оптимистом. Поэтому иногда некоторые думают, как тогда, когда муж у меня умер. Вот у нее муж умер, она песни поет. У нее муж умер, она торты печет. Ну, помните, тогда на день рождения у меня внуки просили торты. Там что только не писали. А я все плакала. И зачем плакала, не знаю. Сейчас смеюсь. Ну да, были трудности, были у меня. Очень много пережила. Вот теперь болею, но все равно не поддаюсь. Сами видите, стараюсь хоть потихоньку снимать ролики. Как-то не хочется мне с вами расставаться. Как только я ночью просыпаюсь, уже не спится, беру телефон и стараюсь отвечать. Бывает, иногда не успеваю отвечать, когда все соберется, все комментарии, тогда отвечаю. Бывает, сразу отвечаю. Но когда как, когда есть время, я стараюсь отвечать. Если кому-то я по каким-нибудь причинам не ответила, вы уж меня извините, пожалуйста. Да, бывает, время есть, бывает нет. Сейчас вот осень, то там хочется делать, то тут хочется делать. Сама, конечно, толком не могу делать, помогают девочки и мальчики. У нас дома все работы распределены.
как я только заболела. У нас суббота уборка, банный день, стирка. Я в основном на кухне готовлю, постараюсь баловать детей чем-нибудь. Ну, в основном сейчас мне дети помогают. Я благодарна всем. Дети в школе. Сабина с Дианой ходят в кружок вязания, и я вожу их на лыжную базу на пробежку. Владик в музыкальную школу, а Кирилл занимается. Ему купили ноутбук в этом году. Купили хороший ноутбук. Не знаю, как называется. Язык сломаешь. Купили ему почти за 130 тысяч. Но решили так. Все-таки он хочет учиться на программирование, поэтому решили лучше купить хороший ноутбук. Посоветовал зять Андрей и Роза. Да и сам Кирилл у меня очень хорошо разбирается в ноутбуке. Поэтому, как говорится, скупой платит дважды. И мы решили так. Ну, у них свои деньги. Они получают пособие, пенсию по потере. Вот сколько-то тратим на еду, на одежду, ну, на что надо. И откладываем немножко. Вот в этом году накопленные деньги ушли на отдых и на ноутбук. Да еще на одежду. И на школьные принадлежности. Мы не бедствуем, не думайте. Дети мои достаточно получают. Да и мне тоже начали платить по уходу за детьми. До 18-летия родным бабушкам у нас раньше не платили, а сейчас платят. Вот с ноября месяца я получаю по уходу денежки. И то хорошо. У меня пенсия маленькая, хотя я работала без работы, никогда не сидела. Но я не жалуюсь, что у меня пенсия маленькая. Самое главное, я думаю, здоровье. Если здоровье будет, можно и работать. Если даже не работаешь, и то можно что-то дома делать, выращивать, заниматься живностью. Ну, в этом году, вы сами видите, я с января болею. 3 раза только в больнице лежала, даже оперировалась. И гусей, уток я не взяла. Да и Роза с Юлей тоже, они ругают меня, говорят, не надо тебе мучиться, работать, побольше отдыхай. Но как-то я всю жизнь привыкла что-то держать. Раньше коров держали. Все было. И гусей, и уток, даже коз держала, вы сами знаете. Как-то привыкли. И печку топили, и воду таскали, воду выносили. Все вот, ну, успевали. А сейчас все дома. Все условия есть. Туалет дома. Воду не таскаем, не греем, печку не топим. А все не успеваем. Что-то не успеваем. Или ленимся, не знаю. Ну, я думаю, все будет хорошо. Самое главное, чтобы в стране все наладилось. Вот. Это наша общая боль, общая проблема. Все мы об этом переживаем. Я про это говорить не буду.
У меня про зятя много раз спрашивали, где он, да где он. Я кричать, говорить на всю страну не буду. Вы все должны догадываться, где он. Мне хочется, чтобы в стране все наладилось, никто не болел, все, чтобы приехали поскорее домой и жили с детьми, с мужьями, чтобы не плакали дети, жены, родители. Некоторые мне пишут, чтобы я не бросила канал, YouTube канал. Мои хорошие, я буду там ролики выпускать и на Дзене, и на Ютубе. Только пока YouTube работает. Если работать не будет, я тоже не смогу выпускать ролики. Не обижайтесь. А так я канал не брошу. Ну, не переживайте. Вот уже ветер начался к вечеру. Скоро я с детишками поеду на тренировку. Подышу свежим лесным воздухом и вас приглашаю. Сегодня, конечно, я лес снимать не буду, а то постоянно одно и то же будет. Но когда чуть-чуть поправлюсь, начнем мы с вами вместе что-то готовить, что-то стряпать. А то я давно что-то не готовила. Да и снимать-то нечего. И в деревню я еще после операции не съездила. Хочется туда тоже съездить. Сейчас надо зерно получать туда. Запай. Колхоз нам дает зерно. Это когда Юля приедет, поедем. Ну, на этом я свой ролик заканчиваю. Всем желаю всего самого-самого доброго, доброго здоровья, удачи, семейного благополучия. Всем пока-пока. До следующей встречи.